Sveiki, mano милее. А мы с вами сегодня продолжаем наши практические занятия литовского языка. И сегодня с вами поговорим о мебели. Да, о мебели. Тема у нас была заявлена «Мое жилье». Надеюсь, еще один последний урок будет, и эту тему я с вами закончу. Taip, kokių baldų jūs norėtumėte? И такой вопрос этого урока. Какие балду jūs norėtumėte? И это сослагательное наклонение. Хотел бы, norėčiau. И мы сразу видим norėčiau ко, да, второй падеж будет следующий, существительного. Aš norėčiau кėдės. Ту norėtum, и видим здесь в скобках, это значит norėtum, это редуцированная форма, эй, это полная форма, norėtumei. Jis jį norėtų, mes norėtumėme полная форма, jūs norėtumėt, редуцированная форма, да, крещена или полная norėtumėte, ir jie jos norėtų. Reiškia, aš norėčiau naujos kėdės, tu norėtum naujos kėdės, jis jį norėtų naujos kėdės. Mes norėtumėm naujos kėdės, jūs norėtumėt naujos kėдės, jie jos norėtų naujos kėdės. Вот это сослагательное наклонение в литовском языке. Хотел бы, да, norėčiau, o, да, arba jeigu tai yra vienaskaita, da, daugiskaita, množinio číslo formai, aš norėčiau naujų baldų. Tu norėtum naujų baldų, jis jį norėtų naujų baldų. Mes norėtumėme naujų baldų, jūs norėtumėte наujų baldų, jie jos norėtų naujų baldų. И сейчас с вами еще поговорим, kokia baldų pasaulio tendencijos и какие тенденции, да, мебели, в мире мебели. Kokie baldų pasaulio tendencijos? Посмотрите, пожалуйста, текст. Можете его сейчас остановить, чтобы бегло просмотреть текст. И тут нам еще будут даны слова, которые нужно будет ставить. И давайте все-таки начнем со слов «жоджи», да, хоть они в конце написаны, но их нужно будет ставить, поэтому они здесь очень важны. Патогос. Да, вспоминаем патогос. Это удобный мужской род. Прилагательным практишкумас существительное, и будет практишкас это экономичное, да, практишкумас это выгодный, практишкумас экономичное, выгодное, выгода, экономика, ну вот такое вот полезно, вот много значений. Оно произошло от прилагательного практишкас, да, супрактишкас, я очень как экономичный, да, практишкас. Так, здесь я пропустила одну запятую, поэтому аудинис – это ткань, второй падеж, множество числа, да, существительное стоит. Валомас, валиты – это чистить. Валумас – это тот, который можно подвергнуть чистке. Буна бывает гражус, красивый, матменес, кого что. Это размеры. Теплус. Тептис, да, теплус, тептис – это пачкается. Теплус, ну, который пачкается. Балдас, мебель, балдас. Апленка, да, окружающая среда или среда, апленка. Пер, предложек два раза. Тут у нас и скандинавишка, скандинавский, скандинавишка, да, скандинавский. Ну, хорошо. Можете сейчас остановить паузу и просмотреть, чтобы потом вместе со мной это упражнение сделать. Reiškia, kokia baldų pasaulio tendencijos? Ну, давайте посмотрим. Minkštasis baldas turi būti ne tik, я написала gražus ir patogus, bet ir практишкас, да, не tik патогос, gražus, удобный, красивый, bet ir практишкас, да, но и практичный. Mažai теплос, да, чтобы мало вообще пачкался, gerai valomas, ypač jei šeimoje yra augintinių, да, ypač jei šeimoje yra augintinių, особенно если в семье есть питомцы. Svarbu, kad
Baldas tinkamai integruotųsi į gyvenamąją aplinką. Да, svarbu, kad балдас. Очень важно, чтобы вот этот балдас, да, мебель, в русском языке, да, мебель, балдас в литовском языке, вот это вот единственное число существительных тинкамы, да, надлежащим образом интегрировался в это вот окружающую среду, где вы живете, вашу среду. Должны, должны būna, бывает, kad tinka ir patinka, tačiau yra 10 centimetrų per didelis ar per mažas, да. Часто бывает, что и нравится, и подходит, и нравится только вот 10 centimetrų, или за большой, или за маленькой. Klientai turi rinktis ne tik norimą spalvą, audinį, bet ir матминис, да, клиенты туре рингтис, да, клиенты должны выбирать не только любимые там расцветки, цвета и аудинис, это ткань, ну и габариты, да, матминис. Доминуя skandinaviškas stilius ir praktiškumas, da, praktiškumas tarp Tarp audinių lyderis yra велюрас. Между тканями лидер, да, является велюр. Ну, вот такой вот у нас получился текст. Следующее с вами возьмем меньшты балды. Какие бывают мягкая мебель? Меньшты балды, меньштас, мягкие. Балды, да, меньштас балдас, o daugiskaitos forma, minkšti baldai, foteliai, kušetės, minkštasuoliai, pufai, sėdmaišiai, sofos, minkšti kampai, minkštieji kampai su miegamąja dalimi, minkštų baldų комплекты. Я не говорю перевод, потому что у вас он перед экраном есть, да. И из этих слов сейчас попробуем сделать, как эти слова будут звучать в единственном числе. Значит, один я уже сделала. Minkštas baldas, foteliai bus fotelis, kušetės, kušetė, minkštasuoliai, minkštasuolis, pufai, pufas, sėdmaišiai, sėdmaišis, sofos, sofa, minkšti kampai, minkštas kampas, minkštieji kampai su miegamąja dalimi, minkštasis kampas su miegamая dalimi, да, мегамая далими, там вот, когда есть место для мегамая далими, место, где можно вся спальная часть. Ir minkštų baldų komplektas. Toliau pažiūrėsim, kokie yra корпусiniai бaldai, да, и как это звучит на литовском языке. Корпусiniai бaldai, а в единственном числе bus корпусиnis baldas. Stalai, понятно, kėdės, lovos, sekcijos, svetainės komplektai, komodos, lentynos, pakabinamos lentynos, spintelės, spintos, vitrinos ir staliukai, ne, televizoriaus staliukai. Корпусiniai бaldai, столы. И тоже попробуем, как это звучит в единственном числе. Столы, stalas, kėdės, kėdė, lovos, lova, sekcijos, sekcija, svetainės komplektai, svetainės komplektas, komodos, komoda, lentynos, lentyna, pakabinamos lentynos, pakabinama lentyna, spintelės, spintelė, spintos, spinta, vitrinos, vitrina, televizijos staliukai, televizoriaus staliukai. Toliau žiūrim stalai. Ir kokio stalo jūs norėtumėt? Baro stalas, nematau čia baro stalo, барный столик, darbo stalas, рабочий столик, makiažo staliukas, rašomasis stalas, kompiuterinis stalas ir žurnalinis staliukas. Va čia matau žurnalinis ir čia pietų stalas. Kokį jūs norėtumėte staliuko?
žurnalinio staliuko arba šito staliuko? Kokios kėdutės arba suoliuko norėtumėt? Kokios kėdutės arba suoliuko norėtumėt? Yra pusbario, baro kėdės, baro kėdės, biuro kėdės, žaidimų kėdės, taburetės, čia matau taburetę, suoliukai ir supamos kėdės. Kokios kėdutės ar suoliuko jūs norėtumėте? Norėtumėte, я опустила, поэтому можно спросить, kokios kėdutės, какого стульчика, да? Дальше, kokios lovos norėtumėte, да? Какой кровати хотели бы? Dvigulės lovos, matom dvigulė lova, viengulė lova, да? Односпальная кровать, двуспальная кровать, dviaukštės lovos, да, 2 этажа, vaikiškos lovytės, nu, почти что vaikiška, čia yra lovo, ne vaikiška lovytė, lova spinta, кровать, škaf, lovos su patalynės dėžė, da, patalynės dėžė, turbūt čia va yra patalynės dėžė ir čiužiniai, matrasai su dažadu. Reiškia, kokios lovos norėtumėte, какой кровати хотели бы? Dvigulės lovos, viengulės lovos, вижу, нету точки, dviaukštės lovos, vaikiškos lovytės, lovos spinta, lovos su patalynės dėžė ir čiužiniai. Ir dar yra pas mus lauko baldai, lauko бaldai, да, уличная мебель, арба соdo бaldai, да, которые находятся у нас на даче, дачная мебель, sodo бaldai, pavėsinės, sodo supynės, hamakai, gultai, разные лежаки, lauko suoliukai, здесь где-то я вижу, plastikinės kėdės, sulankstomos lovos, есть складные какие-то, сulankstyti, сложить lovos ir lauko gulta su čiužiniu, да, это какая-то кровать, на которой есть с матрасом. И еще раз, sodo baldai, pavėsinės, sodo supynės, hamakai, gultai, lauko suoliukai, plastikinės kėdės, sulankstomos lovos, lauko gultas su čiužiniu. Čiužinys, да, это матрас. Lauko gultas su čiužiniu. Na ir gerai, kokių baldų jūs norėtumėte, какой мебели вы хотели бы? Aš norėčiau naujų baldų, naujo miegamojo, naujo pietų stalo, naujų kėdžių, naujos lentynos ir žinoma sodo baldų. И на этом все. Спасибо вам, что изучаете литовский язык. И, как всегда говорю, мне очень приятно, что вы остаетесь со мной. Iki mano mielieji.